Госвизит президента в Китай Сооронбай Жээнбеков провел ряд двусторонних встреч. Очередное игорное заведение выявили правоохранительные органы в Аше, и премьера фильма «Соленая долина» состоялась в Бишкеке. Об этих и других событиях прямо сейчас в студии Джибек Капарбекова. Здравствуйте. Президент Сооронбай Жээнбеков в рамках государственного визита в Китай встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу. Это ваш первый визит в КНР в качестве президента Кыргызской республики, но вы и до этого, находясь на различных должностях, в течение многих лет вносили большой вклад в развитие кыргызско-китайских отношений и являетесь старым другом китайского народа, подчеркнул Ли Чжаньшу, приветствие Сооронбая Жээнбекова. В ходе этих переговоров отмечена важность стратегического партнерства двух государств. Сооронбай Жээнбеков, в свою очередь, выразил искреннюю признательность за теплый прием и отметил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином были обсуждены все ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, стоящие на международной повестке дня. Новаторские идеи, стратегии и концепции, которые претворяются в жизнь под руководством Коммунистической партии и под личным руководством нашего уважаемого председателя Си Цзиньпина, она выведет Китай на новый уровень в ее развитии. И мы ощутили очень большую поддержку народа, огромную поддержку народа руководству Китайской Народной Республики. И это тоже очень большой стимул для развития Китая. В этом году отмечается 40-летие проведения политики реформ открытости. И за этот период Китай достиг колоссальных успехов в своем развитии. И она отразилась не только в Китае, но и в развитии всего мира. И мы рады всегда достижениям наших китайских друзей. Китай для нас является самым близким другом, надежным партнером и добрым соседом. И мы всегда очень высоко ценили наше соседство, нашу дружбу, и мы очень высоко ценим наше высокое сотрудничество. Между главами двух государств состоялись важные переговоры, в ходе которых принято решение повысить двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства. Это имеет большое историческое значение. Председатель отметил, что очень важно, чтобы наши народы навеки были друзьями. Подписание совместной декларации выведет наши отношения на новый уровень. В Кыргызстане в последние годы отмечается развитие экономики, а также укрепляется международное значение страны. С начала вашей деятельности в должности президента вы уже приняли целый ряд мер для развития страны. Что касается законодательного сотрудничества наших стран, то мы будем усиливать связи и контакты между нашими парламентами. Сегодня же глава государства посетил площадь Тяньаньмэнь в Пекине. Жээнбеков возложил венок к монументу народных героев и почтил память павших героев Китая. Во время этой церемонии были исполнены гимны двух стран. Сегодня День финансовых и экономических работников Кыргызстана установлен в 2003 году. Праздник был учрежден с целью отметить значимость вклада финансовых и экономических работников в социально-экономическое развитие республики. С профессиональным праздником их поздравил президент Сооронбай Жээнбеков. Уважаемые работники финансовой и экономической сферы Кыргызской республики, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем финансовых и экономических работников. Современная конкурентоспособная экономика и эффективная система управления государственными финансами являются фундаментом развития страны. Особого внимания требует недопущение коррупции и снижение уровня теневой экономики, что позволит быстрее решить экономические задачи, повысить уровень жизни граждан и создать привлекательные условия для инвестиций. Финансовая стабильность страны является ключевым фактором улучшения благосостояния населения и социально-экономического развития республики. Время требует решения новых задач по структурному преобразованию экономики, ее адаптации к интеграционным процессам и устойчивости к внешним шокам. Кыргызстан развивает многосторонние экономические связи со странами ЕАЭС и другими странами, исходя из национальных интересов. Нам важно полнее задействовать внутренние ресурсы страны, поддерживать наших предпринимателей для развития экспорта. Современные условия требуют от вас оперативного реагирования на новые вызовы и проблемы, применения современных методов прогнозирования и стратегического планирования. Уверен,
Уверен, что ваш профессионализм позволит достичь поставленных целей, обеспечит устойчивое экономическое развитие и эффективную работу финансовой системы. Желаю вам плодотворной работы, успехов, крепкого здоровья и благополучия. В Аше накрыли 2 игорных заведения, работавших под видом компьютерных клубов. Одно из них располагалось возле центрального стадиона города, второе на первом этаже многоэтажного жилого дома по улице Абдыкадырова. Вся техника была изъята из клубов и направлена на проведение экспертизы. За 2 месяца сотрудниками УВД ОШ было проверено 5 клубов, подозреваемых в организации игорных услуг. В отношении одного из них дело передано в суд. Мы передали всю изъятую технику на экспертизу. Если она подтвердит факт организации подпольных азартных игр, в отношении хозяев клубов будут возбуждены уголовные дела. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. Кыргызстан и Таджикистан решили не применять оружие в пограничных инцидентах. В таджикском городе Бустуне состоялась рабочая встреча делегаций погранслужб двух стран. Принят ряд конкретных практических решений. Так, в ходе пограничных инцидентов категорически запрещено применять оружие, за исключением случая возникновения явной угрозы жизни и здоровью пограничников. При этом военнослужащие должны действовать в строгом соответствии с национальным законодательством своего государства. Начальники погранразделений при возникновении конфликтов на госгранице не должны принимать активных действий до прибытия пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. За отказ помочь престарелым родителям в тюрьму в Кыргызстане обсуждается законопроект, согласно которому детей, оставивших родителей без уважительных причин, предлагается наказывать исправительными работами, штрафом до 200 тысяч сомов или лишением свободы до 3 лет. Напомним, похожая статья имеется в Семейном кодексе, однако, по словам специалистов, она не работает. У меня 3 детей. Один сын профессор, преподает в российском вузе. Другой летчик, тоже в России. Есть еще дочь. Она живет и работает в Германии. Я их вижу раз в год, иногда 2 раза. Конечно, я по ним скучаю. Казбек Маматкулов в дом престарелых попал по своей воле. Так он бежал от одиночества. Здесь уже 3 года. На детей не жалуются. У них своя жизнь, у старика своя. У Казбека Маматкулова есть свой дом, но доживать в нем старость он не собирается. В отличие от Бибинур Мадалиевой. По словам бабушки, ее здесь оставила сноха против ее желания вернуться в свой дом. Я сознание потеряла, а она меня сюда привезли. Плакала даже. Меня не бросай, сноха, не бросай. Сегодня у некоторых людей абсолютно отсутствует ответственность перед своими родителями за их жизнь в преклонном возрасте. Всего в бишкекском доме престарелых сейчас более 200 постояльцев. Растет число жителей коренной национальности. Вот на сегодняшний день 71 человек – это кыргызы. Да? Хотя это неприемлемо и противоречит нашему менталитету. За такое отношение к родителям парламентарии предложили ввести большие штрафы и уголовное наказание. Соответствующий законопроект находится на стадии общественных слушаний. Согласно официальным данным того же Министерства социального развития, если в 2015 году в тех же 6 домах престарелых проживало 500 пожилых людей, то в 2018 году количество возросло до 1000. И это очень большая проблема. По сути, закон на стороне брошенных пожилых людей. В статье 92 Семейного кодекса так и написано. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Мы инициировали, то есть внесли на рассмотрение депутатов Джоркенеша предложение о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики и тот же закон о пожилых гражданах Кыргызской Республики. Лица, которые отказались или отказываются от своих родителей, оставляют их в домах престарелых, ужесточить наказание. Если сейчас имеются штрафы определенно, но они еще и не уплачиваются, то внеси такую норму, что лишение свободы до 3 лет. Между тем, сознательная часть общества не спит. Создавая баланс, они стараются помогать престарелым, которым некому протянуть руку помощи. К сожалению, это жизнь, и
Мы стараемся им помочь и облегчить их ношу. У нас даже есть труженики тыла. Вот недавно на 9 мая совместно с нашими партнерами, с нашими помощниками «Накормим KG» мы предоставили им пакеты продуктов, ходили детки, пели им песенки. Отказ от родителей или любое другое неуважительное отношение к ним осуждает и религия. Одна из 10 заповедей, данных Господом Богом через святого пророка Моисея, звучит так: «Чти отца и мать, и будешь долголетен здесь, на земле». Они перед Богом, перед Аллахом, они несут большую ответственность. Да, и те, скажем, сыновья, дочеря перед Богом, они несут большую ответственность. В Кыргызстане государство в принципе создало условия проживания пожилым в домах престарелых, но забота детей – это другое. И, наверное, надо заставлять их помогать родителям, если по-хорошему в этом убедить не получается. На природу выходили наши бабушки, дедушки. Алтынбек Талантбеков, Общественный, Первый канал. В Доме кино имени Чингиза Айтматова состоялась премьера телевизионного фильма Геннадия Базарова «Соленая долина». Картину сняли по пьесе кыргызского народного писателя-драматурга Мурзы Гапарова «Соленая пустыня», которая была написана более 30 лет назад. Но при этом описанные в ней проблемы весьма актуальны и в наше время. Показ приурочен к 60-летию со дня образования КТРК и 50-летию студии «Кыргызтелефильм». На премьере побывала Елена Ткаченко. Съемки фильма проходили на южном берегу Иссык-Куля. Исполнитель главной роли взбалмошного, самоуверенного президента Замирбек Сооронбаев во время съемок не оправился от тяжелой болезни. Не вставал на ноги, едва мог шевелить рукой. Но это не помешало ему гениально вжиться в образ своего персонажа. Да и по словам самого актера, благодаря съемкам в фильме он стал чувствовать себя намного лучше. Когда сделал предложение сам Геннадий Садырович, я сразу согласился, потому что это была моя мечта, давняя. Я сейчас, допустим, если мне поможет кто-то с левой стороны, с одним костылем, я хожу, а тогда вообще не ходил. Вот. Я согласился. И знаете, вот это у меня внутреннее желание. Она мне очень сильно помогла. Сюжет фильма «Соленая долина» повествует о том, как жизнь свела нескольких совсем не похожих людей в одном месте. Все они пришли в эту долину с разными целями. Но жизнь повернулась так, что им пришлось переосмыслить свое поведение, свои взгляды. Все это выражено не прямым текстом, а с помощью метафор и насказаний двоякого смысла. Странные люди пришли в странном месте лечиться. Мы все, мне кажется, со своими странностями. Но мы должны слушаться друг друга и познать эту жизнь красиво и стремиться жить красотой. Кстати говоря, народной артистке Назире Мамбетовой играть роль актрисы не впервой. Это ее 6-я актриса в творческой биографии. Это совершенно другая актриса. Она перед смертью, она больна. Она хочет жить, она хочет любить. Жизнь продолжается. Каждая секунда, каждая минута дорог для нее. А когда ее возлюбленный уходит молодой актрисой, конечно, это трагедия. Условия съемки не для слабых. Раскаленная пустыня, жара. Но работа съемочной группы была нацелена только на отличный результат, и команде это удалось. На премьерном показе в зале не было ни одного свободного места. А создателей фильма и актеров зрители долго не отпускали. Мы профессионалы, такие сложности нас не пугают. Нам важно было достойно экранизировать вот эту пьесу. И мы не пытаемся давать какие-то рецепты зрителю. Мы приглашаем зрителя вместе с нами поразмышлять. Но трудности все же были технические. У нас даже не было там операторского тележки, движений, чтобы могли снимать. Мы все снимали с рук. Вот эти все проходы, движения. Но сложность была в том, что все было освещено, все было освещено. То есть было все залеплено солнцем. И сложность была в том, что мы приезжали на площадку, и в тот же момент надвигалась нашу площадку громадная туча, закрывала, и мы сидели часами, ждали, пока она уйдет.
И мы даже эту тучу прозвали базаровской тучей. Телефильм «Соленая долина» на кыргызском языке с русскими субтитрами. Снят он при поддержке Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева. Скоро «Соленая долина» отправится покорять зрителей со всего мира и представлять нашу страну на международных фестивалях. А кыргызстанцы смогут посмотреть картину в ближайшее время на общественном Первом канале. Елена Ткаченко, Сиязбек Нурмамбетов, Общественный Первый канал. И на этом пока все. Оставайтесь на Лото 24.